6 июня в поселке начались работы по сносу и рекультивации земельных участков под аварийными домами. Работают 4 самосвала, 2 больших гусеничных экскаватора и 1 маленький для расчистки в труднодоступных местах. Техника сгребает весь мусор, а это доски, стекловата, трубы. Все это грузится и вывозится на полигон. После этого погрузчик зачищает территорию. В случае необходимости котлованы засыпают грунтом. В данное время работает у меня экскаватор Hitachi 330, и он подготавливает к погрузке, он дальше. А работает экскаватор работает на погрузке, и после него маленький экскаватор очищает все эти оставшие мусор. На сегодняшний день в поселке 92 многоквартирных жилых дома подлежат сносу. Почти все они на уровне цокольного этажа. То есть это уже мусор, а не двухэтажные дома. Деньги нам довела республика. Об этом нам стало известно еще в декабре месяце. За что очень, конечно, хочется сказать большое спасибо главе республики, что наконец-то нас услышали, потому что с 2018 года администрация настойчиво добивалась финансирования. Естественно, своими силами мы не могли все снести одноразово. Ежегодно мы заключали договора, как с гражданами, юридические лица помогали, районная администрация помогала размещением бесплатным на своем полигоне. Вот так выглядит образцовая расчищенная площадка. К 30 сентября, а именно такой срок установлен контрактом, должна быть произведена рекультивация территорий, занимаемых расселенными объектами аварийного жилого фонда. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.